Здравствуйте! Вас приветствует информационная программа «Новости» в студии Саид Ахмадовой в начале кадра дня. Награды, поощрения и, главное, признание. Рамзан Кадыров встретился с бойцами спецотряда К. Ко дню восстановления ЧССР. Восстановление государственности Чечено-Ингушской республики тем очевидцам, тем участникам давалось, наверное, или далось непросто. В правительстве Чечни обсудили празднование предстоящей годовщины. Здоровье на Новый год. Еще 7 человек получили помощь от регионального фонда имени Кадырова. Вечная память. Детский хор из Чечни выступил в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154. Глава Чечни встретился с известным российским бизнесменом, руководителем известного благотворительного фонда Геннадием Тимченко. Организация оказывает помощь и поддержку в сфере культуры, спорта и в других направлениях. Руководитель фонда преподнес нашей республике бесценный подарок – 141 картину, большинство из которых имеют прямое отношение к истории Чечни. Среди них картины «Чеченка», «Река Сунджа», «Горный аул», «Чечня» и «Терек». Также Геннадий Тимченко и Рамзан Кадыров обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах экономики и социальной жизни. Гость отметил роль Ахмата Хаджи Кадырова в истории Чечни и России. Рамзан Кадыров, в свою очередь, поблагодарил руководителя общественного фонда за ценный подарок и сообщил, что все переданные работы займут самое почетное место в Национальном музее республики. Я очень рад вас видеть. Много по телевизору видел, много раз. Очень уважаю вашего отца. Честно скажу, что, конечно, такая утрата, такая потеря для страны. Но вот вы как сын его все-таки стали продолжателем его идей, отношений, как правильно вести себя с Россией. И мне кажется, вот это, конечно, сейчас это огромная поддержка для руководства страны, то, что вы там делаете. Я вижу по телевизору много того, что происходит. К сожалению, по телевизору пока. Ну, вы, надеюсь, приедете, Госина? Ну, конечно. Если вы пригласите, конечно, приедете. Всегда договорились. Но с точки зрения того, что происходит, конечно, очень важно, что вот вам все удается. Я вот 3 раза переплюну через плечо, чтобы все было так, как вы это видите, как вы это делаете. Но мне кажется, это очень правильно. И для меня, конечно, тоже большая честь с вами познакомиться. Я слышал, что погиб музей, который полностью восстанавливаем. Вы восстанавливаете. Ну вот я хотел бы вам предложить, как бы тут много картин разных. Есть лучшие художники, но это как бы художники, в том числе те, которые работают в Чечне. Я вот сделал здесь закладочку в конце. Вот можно открыть. Если вы посмотрите, вот, например, работа «Чеченская девушка». Но это работа 1954 года. Бойцы с большим практическим опытом. Сегодня юноши из рода Кадыровых наградили сертификатами учебного международного центра подготовки сил специального назначения. Напомню, ребята недавно вернулись со сборов из Челябинской области, где прошли специальный курс. Со знаменательным событием бойцов поздравил Рамзан Кадыров. Продолжит наш корреспондент. Глава Чечни собрал весь спецотряд К на торжественное мероприятие, посвященное завершению подготовительного курса ребят. Данил Мартынов рассказал о том, чему научились молодые люди за это время. С такими ребятами действительно не страшно ни в огонь, ни в воду и медные трубы тоже гнуть. Эти ребята, которые действительно на 200% отдавались делу, отдавались процессу, старались, когда не получалось, переделывали, снова переделывали. Действительно гордость. И мы горды, что мы имели честь и возможность обучать таких ребят. Рамзан Кадыров вручил отряду официальные сертификаты о прохождении спецподготовки в Международном учебном центре сил специального назначения, а также свидетельство о горнолыжной подготовке. دائما نزاع مع خيصلك يوشو أتندرنا شيء مشلو استيانجر بالله شيء دايش مطلع شو عندين لديش كعيوش كلنا كمطلع شو ضعنا تعرفش
Şubya, Çiğba, Çiğdon, Çiğdon, Bin, Dermişnona, Kidat Sıdırç, Kidat Sıdırç, Haberler Boş. Şaşkâhi yürüyüşü, İstiharen doğru diye şaşkâhi yürüyüşü, böyle doklu. Fakat yahya oldu, kiyetten bu mokşalar yok. İzcek dak vurdu olan, orada nerede ona, Luşkol kiye, Luşkol ona değerli ona, İzle doklu ona, sonra düşünler sonra. Şurada ona, ubiş orada ona, Luşkol, gözler dışı yapmış. Diyeşen tüyörler dışı kabul İle şu bir şey sonra. İle taksim de doğuşu için olur diyorsa, ve liye şey ve halavan boşola, ve rodde Kadirowski ona, Götavi ona, Dünenca Oğuzarmış, Eylem'de bu Sivir Kavkazya ona, Eylem'de Keşo Gök, ve bu Noksu Çarı bu, ve Kundersi de ona, Nâda, Usun Sol da ona, Maşaklı Boşku da ona, ve Orfik Sol Yercoşku. Особенно слова благодарности нашим инструкторам, конечно, моему помощнику Владимиру Васильевичу, то, что они днем и ночью работали, не жалели себя, холод, мороз, дожди, они посвятили именно себя для того, чтобы они полноценно стали действительно сотрудниками любого подразделения. В зале собрались не только молодые люди из рода Кадыровых, но и старейшины фамилии. Хожа Ахмед Хаджи Кадыров поблагодарил главу региона за внимание, которое уделяет подрастающему поколению. Он также пожелал молодым всегда помнить и чтить корни, и следовать в жизни по пути своих достойных предков. تنجح والقى وهذه لنا إنترنت تلفونوزش أشياء شو زامنخ شو خالي يوسي هايتنا شونا موك بيزا موك عاشبا شين قام ديزا شين خواب مسيلر دا وي فميلتانا ديل الأمسة قوم حلقة بالتنين أحمد حاجة رحمه الله تعالى دار يتنبول شيخ سحنا نقول شو دي غشيشي تيوز الدار مش زار نشاح وكوريش خلطو تيتسا إذا أول الزار نشاح تلقش تعبر القلب يتسمو بوش وكوريش خلطو تايتس باقي هيسو لا رابيزة إحرام شنو أويل تسلكريج شنو أويل وشي خالص كريج قوم نشوح شنو سر شاين دويريج قوم تي سيديس قوم تي سرسا شو قوم أنا تمنك يلحر بول النيم قليخر إخير ريفرندوم يالسا رشتي وح دوي خين دول داخل إرسيا نيم وين يرسل وقتهم هلا وقوم يشترك إخراجا غريتنا وصل بالتعين سوبين بشور سلسلسة وين يقف على اللح رحمه الله تعالى دائرة ويتنا سوى دينا ولا سوى يحرلا سنيا سنة عالش سنة لا مش سنة ليخ مش بزن خوش بار رمزان عشيت يسنا ويدقى ديقري لدو دقى ديقري لدو واش ملش دغار واش دا مو خيل يزك هذا ويش ولا دار ناخ دولش دار وجري دولش دار قومنا مختنا بيدي دولش دار شبحان دولش رمزان حاجي حاج ما طويل حاج ما هو دوحر عدد الجنة شو ما تعام بوش تازر هين شو خوش عواه بركة مسؤول عام دينتو آخرش هقول توش تو عام درس هون من أخماتوش دار مولا عام در استانبول المولدي أبدا هنا وستيل شكر روك دار مولا также хотел поблагодарить Данила Васильевича и старших инструкторов и всех инструкторов. Спасибо вам тоже, что обучили нас всему. Ребята из рода Кадыровых начали спецподготовку в мае этого года. Такое решение было принято главой Чечни. Рамзан Кадыров объяснял, какую бы профессию они ни выбрали по жизни, чеченец всегда должен быть физически развитым, владеть любыми видами оружия, ориентироваться в горной и лесистой местности. Именно такие задачи были поставлены перед ребятами.
Физически умственный дон, развиваться, але сам завод. Ахтаран шун мечаг, лам чу хунчу мода беза, ах карты там моба беза, диаси моба беза, и мосома дон шейни ашинца на себе дон испытательный харчит, ах дон последующим дон развиваться дальше. Начиналось все на полигоне в Цинтарое. Там молодые люди прошли ознакомительную часть подготовки. Первые серьезные сборы были организованы в Туапсе. В течение июня отряд К отрабатывал тактико-специальную подготовку в условиях горно-лесистой местности. Поднимались на высокие горы, учились работать со страховкой, оказывать первую медицинскую помощь, ориентироваться по карте, уделялось внимание всему, даже таким мелочам, как завязывание шнурков на ботинках. У кого как завязано? Вообще ужасно. Потом еще раз пропустили. И потом еще один оборот делаем. И затягиваем. Вот таким образом. И потом убираем. Вот так у меня шнурки никогда в жизни не развяжутся. Уже в ноябре ребята отправились в холодные уральские морозы. В городе Миас Челябинской области отряд К прошел горнолыжную подготовку. Спортивный комплекс «Солнечная долина» считается одним из лучших в России. Здесь тренируется и сборная страны по горным лыжам, а также различные специальные подразделения. Высокие скалы, крутые повороты, катание на больших скоростях, преодоление так называемой черной трассы, самого сложного уровня в горнолыжном спорте. Ребята все прошли на 10 баллов из 10. Экипировки очень хорошие, умеем делать некоторые упражнения уже, но нам бы хотелось подняться еще выше, но для этого нам придется еще усердно тренироваться, и мы готовы к этому. Мы прошли абсолютно всю программу, которую планировали. Все сдали экзамены, зачеты. Практически все получили пятерки. График расписан по минутам. Днем тренировки по физической и огневой подготовке, вечером теоретический курс по личной охране. И по каждой дисциплине зачеты и экзамены. Все эти месяцы с молодыми людьми работали инструкторы Международного учебного центра подготовки сил специального назначения. Я горжусь вами. Молодцы. Торжественное мероприятие продолжилось концертной программой, которой подготовили звезды чеченской эстрады. Здесь же Халид Кадыров преподнес главе региона кубок, завоеванный им на соревнованиях по горным лыжам. Эсмина Гацаева, Муслим Типаев, Дани Хавхаров при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. В январе исполняется 60 лет со дня восстановления ЧССР. В Грозном прошло заседание оргкомитета по подготовке празднования важной даты. Встреча прошла под председательством руководителя администрации главы и правительства региона Султана Тагаева. В ней приняли участие министры, представители разных ведомств, вузов республики, депутаты парламента. Напомню, торжества, посвященные 60-летию со дня восстановления государственности чеченцев и ингушей, пройдут 9 января. Дата отмечается уже 6-й год подряд. В этот день в разных районах Чечни будут организованы праздничные мероприятия, научные конференции. Ну а главное торжество состоится в столице республики. Мы сейчас по истечению 60 лет, так скажем, в мысленных догадках и представлении своем можем судить или воспринимать это то событие. Но я уверен больше, чем что эти события, восстановление государственности Чечено-Ингушской республики, тем очевидцам, тем участникам давалось, наверное, или далось непросто. Этому предшествовало чьи-то огромные усилия, чья-то огромная, может быть, административная работа, научно-творческая работа. Просто мы можем догадываться, но все это могло, безусловно, оно предшествовало тем событиям. Двоих пострадавших от взрыва бытового газа спецбортом из Грозного доставили в Нижегородский центр. Они получили тяжелые ожоги. Сейчас состояние молодых людей стабильное. Впереди операция по пересадке кожи и курс лечения. Подробнее Луиза Бастукаева. Тяжелейшие ожоги. 47% поверхности кожи пострадало в результате взрыва бытового газа. 18 дней Рамзан Ченкаев находится в ожоговом центре клинической больницы. А Белухаджи Тушаева привезли сюда лишь утром. 16-летний парень также пострадал из-за утечки газа в частном доме.
Решить, что юрта подсобное помещение, чуа, что агор не сделали, что не хензиша خبر دویش فامیلی تبعیل شد چون دیگ بیلگل علاقه اتخه آدم دات عدم ما دات لول خوي حوزنا دیگ دونا خوزا حوزنا. Сейчас состояние ребят стабильное. Однако, посовещавшись с коллегами из ожогового центра Нижнего Новгорода, чеченские врачи приняли решение отправить пострадавших именно туда. Нижегородский центр является одним из лучших в этой области. Для транспортировки больных в Грозный прибыл спецборд МЧС. Мы проводим видеоконференц-связь. Нижний Новгород через ВЦМК «Защита» мы проводим. Они смотрят состояние больного, оценивают его. Где они могут забрать, когда больной выдерживает дорогу, мы отправляем. Если нет, тогда они дают свои рекомендации, где мы их придерживаемся этих рекомендаций, повторяем видеоконференц-связь, и через определенное время, когда состояние больного стабилизируется, его может транспортировать. В транспортировке участвует 25 человек. Самолет полностью оборудован для перевозки тяжелобольных. Всю дорогу пациентов и родственников будут сопровождать врачи и психологи. В настоящий момент состояние пациентов тяжелое, стабильное. Через определенное время мы подготовим их к взлету, и во время полета будем проводить все необходимое в части, касающейся для того, чтобы состояние этих пациентов не ухудшалось, и они были доставлены без ухудшения состояния в Нижний Новгород. Впереди пересадка кожи и реабилитация. По словам специалистов, лечение займет около 2 месяцев, после чего пострадавшие вернутся в республику и будут находиться под наблюдением местных врачей. Луиза Баснукаева, Асухар Цухаев, Дени Ховхаров. Новости. В преддверии праздника бесценный подарок получили и люди с ограниченными возможностями здоровья. Среди них как маленькие, так и взрослые, которые в какой-то миг потеряли надежду на выздоровление. Кому-то необходимо иногороднее лечение, а кому-то и вовсе за границей. Руку помощи этим людям протянул региональный общественный фонд имени Кадырова. С подробностями Мариам Керимова. Шаг за шагом, неуверенно, но смело маленький Абдурахман идет к намеченной цели. Но пока ему это удается с трудом. Следствием родовой травмы стал серьезный диагноз – детский церебральный паралич. К этому добавились и приступы эпилепсии. В свои 2 года мальчик побывал во множествах клиник, а все прошлое лето провел в Китае, где прошел курс лечения. На повторную реабилитацию у семьи не было средств. Тогда и решили обратиться в общественный региональный фонд имени Ахмад Хаджи Кадырова. اشتغلت تجارت صديق كنشوف دقوا ولعبوا فوندي أبرتيت صدر حقه طيب يغني يحضر خربوا يل Сегодня Иман в числе тех, кто полон надежд на выздоровление. Среди них и Элиса Уцаева. Ее 27-летний сын вот уже 2 года прикован к постели. В тот злополучный день, как рассказывает мама, чтобы не врезаться в мотоциклиста, парень свернул на обочину и врезался в столб. Результат – черепно-мозговая травма и паралич нижних конечностей. غدر بان هر اخش معنا تایشی ده ستесен тайшини дарбана. Финансовую помощь в проведении иногороднего лечения получила Изаха Витушева. Женщина много лет страдает онкологией. После каждой операции болезнь проявляет себя по-новому, а выезд за пределы республики в ее случае стал необходимостью. Полностью обследование еще лучше. Аймани Кадырова, Дересхил, Отун Кантон, Эшмелдештик, Дальмели, Дюльш. Истории у этих женщин разные, однако желание одно, чтобы Новый год принес счастье, а главное – здоровье. Мариам Керимова, Хамажа Мунаев, Магомед Шатаев. Новости. Молодые артисты из Чечни приняли участие в концерте «Реквиеми» в память о жертвах авиакатастрофы над Черным морем. Выступление детского хора России под управлением Валерия Гергиева проходило на сцене Кремлевского дворца. Участники детского хора Чеченской Республики сегодня прибыли в Грозный. Детей встречали родственники и деятели культуры. В аэропорту ребята исполнили одну из партий памятного концерта. Весть о трагедии, произошедшей с российским самолетом, детский хор застал в Москве во время подготовки к новогоднему выступлению. После этого репертуар пришлось спешно менять и учить в ускоренном темпе. Профессионализм чеченских детей отметили и организаторы вечера памяти.
«Зачарованная даль» такое было произведение. Относился он к реквиему нашего концерта. Самое трогательное, когда прямо на сцене вышел единственный выживший из хора Александрова солист, и он засолировал вместе с детьми. Это вообще вот, как это вам выразить, такие чувства у всех, и у детей, и у зрителей. Выяснили, аж до слез это было, приятно. В Центре образования имени первого президента прошел новогодний утренник. Учащихся начальных классов порадовали не только Дед Мороз и Снегурочка. Окунуться в настоящую праздничную атмосферу детям помогли и артисты Краснодарского театра юного зрителя. С наступающим учеников и учителей поздравил и министр образования. Продолжит Хадижа Гугуева. Долгожданный гость прибывает, и ребята спешат показать ему свою праздничную программу. Подготовка к сегодняшнему торжеству велась долго и упорно. Результат – блестяще исполненные постановки, точное попадание в ноту и на зубок выученные стихотворения. Загорелся, заискрился самой яркой звездой, словно заново родился, вот еще молодой. И душа на него смотрела, сердце бьется в груди, значит, делай свое дело. Все еще впереди! Молодец! Насладившись атмосферой праздника и поощрив всех ребят подарками, Дед Мороз отправляется дальше, к другим ученикам. Здесь его встречают не менее восторженно и сразу вводят в хоровод. Далее, по доброй традиции, для главного гостя дети поют песни, читают стихи. Активное участие в предновогоднем торжестве принимают внуки первого президента Чечни Эли и Адам Кадыровы. Новогодний Дед Мороз, он нам подарки всем принес. Расскажу ему стишок, пусть подарит весь мешок. Молодец! Передай кому-нибудь. По квартирам ходит гражданин Мороз. Шубка красная, ярко-красный нос, борода из ваты, шапки голова, если опознаешь, позвони 02. Спасибо большое. Сразу после для учеников начальной школы в актовом зале устраивают большой праздник с массой интересных конкурсов, викторин и соревнований. А проводят их, как правило, Дедушка Мороз и его помощники. Сегодня их роль исполняют актеры Краснодарского детского театра, которые приехали в Грозный со своей праздничной программой. Посмотреть представление и поздравить ребят с наступающим Новым годом прибыл министр образования и науки Чечни. Новый год для школьников, для учителей – это как бы не окончание учебного года, но впереди у нас каникулы, а вот перед каникулами дети получили такой хороший позитив. Я хотел бы поздравить всех школьников и, конечно, родителей, пожелать, чтобы у всех было здоровье, благополучие, ну и чтобы были успехи в учебе. Успехами в учебе учащиеся этого учреждения радуют постоянно. И неудивительно. Центр образования имени первого президента Чечни является одной из самых лучших школ нашего региона. Соответственно, и мероприятия в честь наступающего Нового года проходят здесь на высшем уровне. Для того, чтобы организовать этот праздник, активное участие принимали наши коллеги, наши учителя. Мы долгое время к этому готовились, и я думаю, что наши старания не ушли понапрасну, потому что у детей очень веселое, красочное настроение, и также, конечно же, они уйдут сегодня с морем эмоций. Безусловно, такое представление не могло оставить равнодушными маленьких зрителей. На протяжении всего мероприятия они активно участвуют во всех конкурсах, соревнуются с одноклассниками, а под конец вводят в пляс главного гостя – Деда Мороза. Хадижат Гугуева, Муслим Типаев и Тимур Хайдаров. Новости. В Министерстве образования подвели итоги республиканских конкурсов «Мастер» и «Преподаватель года-2016». За звание лучшего соревновались педагоги СУЗа в республике. До финального этапа дошли 9 участников, и уже сегодня определился победитель. Подробнее Магомед Салтумурадов. Итоги конкурсов среди мастеров производственного обучения и педагогического творчества подводятся под занавес года. Поэтому церемония награждения традиционно начинается с новогодних поздравлений, а потом, собственно, и оглашаются имена лучших из лучших. Они выполнили поставленную перед собой задачу – это проявить творческий подход, креатив в процессе обучения, показать свои творческие способности, помимо того, что они могут показать на уроках.
Конкурсы проводятся в несколько этапов. Победители вначале определяют внутри СУЗа, а потом уже и на уровне республики. Комиссия оценивает все, вплоть до мельчайших деталей. В конкурсе «Мастер года» Саид Алтамиров принял участие впервые, поэтому победа стала для молодого человека большой неожиданностью. Приятно на самом деле получить диплом и занять почетное место на таком республиканском конкурсе. Я думаю, что это не только моя победа, это победа всего моего педагогического коллектива. Конкурсы «Мастер» и «Преподаватель года» проводятся уже в 6-й раз. Количество участников растет с каждым годом, что говорит о растущей популярности. Они преследуют одну, но очень важную цель – развитие творческого и профессионального потенциала преподавателей и повышение престижа профессии учителя. Процессы, которые проводят среди учителей, среди преподавателей, они ценны тем, что как раз здесь наши коллеги делятся своим опытом жизненным, преподавательским. Здесь они рассказывают про свои уроки, открытия. Здесь они показывают свое мастерство. И самая главная ценность этого конкурса заключается в том, что многие наши коллеги убеждаются, что есть еще над чем поработать, что нужно совершенствовать. Всего в конкурсах принимали участие около 30 человек. До финала дошли лишь 9. Во втором конкурсе «Преподаватель года» победителем стал Евгений Дадаров, преподаватель специальных дисциплин Гродненского государственного колледжа экономики и информационных технологий. Лариса Астамирова регулярно участвует в конкурсе, не в первый раз получает заслуженный диплом. По мнению ветерана сферы образования, проведение данных конкурсов очень важно. Я очень хорошо отношусь к проведению этих конкурсов. Почему? Потому что они позволяют выявить достойных и действительно, которые успешно справляются со всеми заданиями этого конкурса. Для меня это честь участвовать в этом конкурсе. Я благодарю всю команду, которая организовала этот конкурс. И, соответственно, результат тоже, он достоин моего труда. Конкурсы проводятся в рамках реализации государственной программы образования. За эти 6 лет, как показывает практика, благодаря соперническому духу и высокой конкуренции, что сопровождает все отборочные этапы, конкурсы стали хорошим стимулом для многих педагогов, для самосовершенствования и профессионального роста. Магомед Салтмурадов, Шамиль Апиев, Булат Бакана, Юсуп Успанов. Новости. Модное завершение года. В преддверии праздника в торгово-развлекательном центре «Фирдаус» провели настоящее шоу. Организаторы представили широкий выбор женской одежды. Здесь также состоялся концерт и розыгрыш сертификатов от кафе «Кондитерская Париж». На празднике побывала Лариса Джабраилова. Праздник красоты и изящества. Показ моделей модной одежды превратился в настоящий праздник стиля. На суд зрителей организаторы представили более 50 образов. Повседневная и вечерняя одежда. Все это коллекции магазинов торгово-развлекательного центра «Фирдаус». Гостями модного шоу стали звезды чеченской сцены. Выходы моделей сменялись эстрадными номерами и зажигательной лезгинкой. Станцевать мог любой желающий. Кроме того, зрители не только посмотрели коллекции, но также имели возможность приобрести понравившийся наряд. Чтобы люди увидели, какой у нас торговый центр, как мы обслуживаем, какой у нас ассортимент товаров, с какой любовью мы принимаем покупателей. Мы хотели все это продемонстрировать и устроить праздник жителям и гостям нашего города. Надеюсь, что у нас это получилось. Ответив на несколько вопросов, гости смогли выиграть сертификаты на бесплатное посещение кафе «Кондитерская Париж», одного из спонсоров мероприятия. Я хочу поблагодарить организаторов, которые организовали это замечательное мероприятие. Все организовано очень хорошо и коллективно. Ну а самым запоминающимся по традиции стал выход моделей в свадебных нарядах. Лариса Джабраилова, Луиза Юнусова. Новости. Чемпион мира по профессиональному боксу по версиям WBA, NABA, IBF, North American и WBC силой вернулся на родину. Артура Бетербиева в аэропорту Грозного встретили одноклубники и руководство клуба «Ахмат», министр спорта Хасмагомед Хизриев и родственники. Боксер прилетел из канадского города Гатино, где 23 декабря у него состоялся 11-й бой в профессиональной карьере против Исидра Приета. В этом поединке Бетербиев одержал победу еще в первом раунде. Кстати, все 11 побед Артура одержаны досрочно. В Грозном поздравили чемпиона и пожелали громких побед и в будущем. Практически отдыха нету. Вот получилось домой приехать. Сразу надо будет
вернуться, начать тренировки к следующему бою. В первую очередь направлюсь к главе республики, поблагодарить его за помощь, за поддержку, за все, что он делает для нас, для спортсменов. Следующий бой у него планируем в феврале. Посмотрим, будет он готовиться в Америке, как обычно. И еще соперник не определился. Ну, посмотрим, будем готовить. Это все благодаря главе республики Рамзану Ахмадовичу Кадырову за то, что помогает и развивает спорт. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До свидания.